Сохранить свою историю и передать потомкам, даже находясь вдали от малой родины, такой целью задались участники этнографической экспедиции, которая проходит в Челябинской и Тюменской областях. Ее организовали Чувашский национальный конгресс и Ассоциация Чувашей Таван из Тюменской области. Чувашский фольклор до сих пор живет в селе Першино Тюменской области. Эти женщины переехали в Сибирь еще в молодости, но родную речь и песни не забыли до сих пор. Собрали ансамбль. Теперь чувашские напевы звучат не только для односельчан, но и жителей области. Ансамбль «Пике» уже 25 лет как существует. Скоро будем мы праздновать его юбилей. Понятно, что проводится большая работа ими самими по сохранению песен именно на чувашском языке. Очень здорово, что у нас этот коллектив есть. В Тюменской области живут почти 30 тысяч чувашей, причем большинство – носители языка. И сохранять традиции своего народа, находясь вдали от малой родины, им особенно важно. Участники экспедиции активно записывают не только фольклор. Особый интерес вызывает топонимика. Например, в Челябинской области протекает река Чувашка. Есть Чувашская степь и Чувашская гора. И такие совпадения не случайны. На заводе при Емельяне Пугачеве здесь работали чуваши. Сильные, конечно, выживали, они оставались здесь. Кто-то основывал свои хозяйства, кто-то села даже основывал. По словам организаторов экспедиции, в Челябинской области они задержатся до зимы. Будут ездить по деревням и селам, записывать истории, связанные с переселением чувашей в здешние края, снимать на камеру самобытные фольклорные коллективы. В будущем информацию опубликуют на одном компакт-диске. Анжелика Артемьева, Зоя Яковлева, Вести, Чувашия.